Начну сегодняшний доклад. Мой доклад называется «Who is MEF?» MEF. Не F. Окей. Сейчас я объясню, что такое, как это работает и как оно вообще работает. Начнем с того, что кто я такой. Меня зовут Альжан. Я Web3 девелопер, то есть Web 2, есть Web 3. И я работаю аудитором в Security, также я криптонома, то есть путешествуем по миру просто по ивентам. Начнем объяснять, что такое MEF. Сначала моя презентация будет состоять из того, что такое MEF, и как вообще работает блокчейн, и почему это супер важно, почему люди не любят MEF. Затем я расскажу MEF на L2, и последний заключительный этап у меня будет, нужен ли нам вообще этот MEF. Ну, MEF нам... Ну, MEF может быть нужен кому-то. MEF. Окей, начнем с того, что такое MEF. MEF, вот если зайти на страницу эфириума, то это штука, которая помогает максимально выразить профит из смены порядка транзакций. Ничего не понятно, но сейчас я вам все объясню. Для начала я вам объясню, что такое блокчейн. Типа, почему порядок транзакций очень важен. Блокчейн — это цепочка из всех транзакций. Они все идут одна за одной. Как рассказал господин Собака до этого, очень важно, чтобы был порядок в этих транзакциях. В каждом блоке, вот в каждом вот таком блоке, есть транзакции, которые находятся в V-блоке. То есть транзакция нулевая, она исполнилась до первой. И то есть идет вот такой порядок. Сначала нулевая транзакция, потом первая, потом вторая, потом третья. То есть если мы поставим вот эту транзакцию вперед этой, то транзакция 0 уже может не сработать. То есть реверт. И, как вы поняли, порядок очень тут важен. Давайте разберем классический пример, как именно транзакции попадают в блок и как создается вот этот порядок транзакции. То есть как вот это создается. Например, вон слева вертикальная линия — это таймлайн, то есть это очередность, по которой прошли транзакции в мемпул. Мемпул — это как бы такой бассейн неподтвержденных транзакций. То есть транзакции, они там лежат и как бы ждут своего подтверждения, чтобы попасть в этот блок. И получается, транзакции по очереди приходят сначала транзакции А, Б, С, Д, и каждый платит по $1 в виде комиссионных сети. Они все попадают в мемпул, затем майнер берет эти транзакции в списке, которые мне пришли, берет эти транзакции и засовывает их в блок. Именно в таком же порядке, в котором они пришли по времени. Потому что мы видим то, что все они заплатили одинаковое количество комиссий. И в таком же порядке они сюда попали. Но теперь появляется такой прикол, то, что в эфириуме можно как бы платить сверху, грубо говоря, взятку. Тут мы видим то, что порядок в финальном блоке у нас поменялся. То есть транзакция D вышла вперед, после нее А идет. Тут поменялось то, что сначала пришла транзакция А, которая заплатила как бы $2. $1 идет комиссионный к сети, фиксированная комиссия. А $1 уже идет к майнеру в виде взятки за то, что майнер поставит его транзакцию выше других, даже если он пришел позже, в мемпул попал. И затем мы видим, то, что самая последняя транзакция, например, спустя 4 минуты после вот этой, пришла транзакция D, которая заплатит $3. То есть $1 идет сети, и $2 идут майнеру в виде взятки. И как мы видим, майнер выполнил свои условия и поставил транзакцию D самой первой. Сохраняется порядок, верно? Это, получается, база, что есть в эфириуме, взятки. Теперь вопрос, кому вообще это нужно? Кто будет платить дополнительные доллары за то, чтобы просто быть сверху какого-то блока? Есть такая штука, как называется front-run и back-run. То есть front — это перед, back — после. Как мы видим вот тут, мы хотим обогнать транзакцию, голубую транзакцию. Чтобы ее обогнать, мы платим двойную комиссию. То есть один из этих долларов идут уже майнеру за то, что он поставил нашу транзакцию перед ним. В бэкране наша задача попасть сразу после транзакции, которую мы хотим забэкранить. То есть вот сразу встаем за ней. То есть как только мы видим в мемпуле то, что пришла голубая транзакция, мы отправляем свою красную с такой же комиссией, не больше. Потому что если она будет больше, то вы просто обгоните вторую транзакцию, станете выше нее. И в этом задача. Получается, видите, вы платите ту же самую комиссию, что и голубая транзакция. Давайте рассмотрим примеры, для чего вообще нужен этот фронт-ран, как на нем можете заработать. Например, разберем фронт-ран для ликвидации. В крипте есть такая штука, как онлайн-банкинг, как бы сказать. Там можно взять деньги в залог, предоставив какое-то обеспечение. Например, скажем, вы положили квартиру в банк, которая стоит, например, $100 000, и взяли под них $50 000 как бы в долг. Затем ваша квартира упала в стоимость, например, до $55 000, и банк уже не считает вашу позицию как бы очень хорошей. Потому что как бы ваша квартира стоит 55 000, а вы взяли в долг 50 000, и пока их не вернули. Поэтому они идут к своему рода коллекторам, которым говорят: вот отдайте нам $50 000, а мы вам квартиру в обмен дадим.
И вот за это коллектором идет какая-то пеня, какая-то фиксированная комиссия от объема денег. И получается, вот это называется ликвидация транзакций, и получается, бот, закрывает чей-то долг, берет этот коллатерал и затем его продает. Например, возьмем на примере, квартира стоит 55 тысяч, мы вернули банку 51 тысячу, 1 тысяча как комиссионную банку, а банк нам дает 55 тысяч. Мы продаем эти 55 тысяч на рынке, и получается, мевбот заплатил 51 тысячу, а забрал 55 тысяч, то есть 4 тысячи профита. И как мы видим, например, вот эта транзакция, это настоящая транзакция ликвидации чужой позиции. Объем позиции был 2,7, $4 миллиона предоставили в обеспечении. Короче, нас интересует только часть того, сколько заработало, сколько дали комиссионных ликвидатору. Ликвидатору заплатили за эту ликвидацию заплатили $98 тысяч, из которых 51 — это какой-то кост. Сейчас мы разберем, что такое кост. И чистый профит бота только с одной транзакции. Это $47 тысяч. Давайте запомним блок number, то есть что-то 78. И если мы посмотрим в общем обозревателе блоков, то есть это все транзакции, которые находятся в блоке под номером 78, мы видим, что это нулевая транзакция, то есть самые первые блоки. Перед ним ничего не было. И как только обновилась цена и позиция перешла то есть позицию можно чужую ликвидировать. Вот этот отправитель заплатил комиссионные сети 0,17 эфира, что примерно $400. Это комиссия сети. А также заплатил 21 эфириум майнеру. За то, что майнер поставил транзакцию самый первый. 21 эфир как раз и является расходом в виде $51 тысяч. Потому что 21 эфир — это $51 тысяч. То есть он заплатил взятку, грубо говоря, за то, что он является первым. И заплатив эту взятку, он заработал поверх еще $47 тысяч. Это front-run, то есть оказаться перед кем-то. Еще есть back-run, когда наша задача оказаться за кем-то. Например, рассмотрим такую позицию, то что вот эти красные транзакции, я обозначил их, как будто это транзакции робота, который отправляет, то есть самого мевбота. Например, в транзакции 2 наш юзер хочет продать 100 эфириумов на децентрализованном обменнике, который называется Uniswap. Децентрализованный обменник — это как бы просто обменник, грубо говоря, в блокчейне, куда можно просто прийти и обменять одну валюту на вторую. И у него есть свои курсы обмена валют. И, например, транзакция 2 хочет обменять 100 эфиров на USDT по цене $3000 за 1 эфир. Смотрим в моменте изменения балансов всех участников после транзакции 2, то есть перед третьей, вот прямо в этом моменте. На Uniswap у нас появилось 100 эфиров, минус $30 тысяч, потому что они ушли юзеру. И так как в Uniswap 2 теперь находится больше эфиров и меньше USDT, цена на 1 эфир падает. То есть потому что тут меньше долларов и больше эфиров. В то время как на другом совсем непричастном к этому обменнике цена остается такой же, фиксированной. То есть до него было $3000. И все изменения после второй транзакции тут 0,0. Тут остается на $3000. И задача вот этого бота именно уравнять вот эту разницу. Уравнивает он эту разницу за счет покупки тут и продажи тут. И все это происходит в одной транзакции, в третьей. То есть если четвертая хочет сделать то же самое, то у нее ничего не выйдет, потому что транзакция номер 3 уравняла курс. И это называется atomic арбитраж. То есть вот это арбитраж, просто покупка там, продажа тут. А atomic за счет того, что она происходит сразу после того, как появился арбитраж. То есть тут появилась разница в ценах, и тут ее перекрыли, получается. Это получается background, то есть сразу за кем-то. И если их соединить, то получается сэндвич. То есть мы кого-то хотим обогнать и сразу за кем-то встать. То есть, как мы видим, хлеб, и в середине наша начинка. И получается как бы такой сэндвич. Но зачем? Зачем это сделано? Как на это можно зарабатывать, еще за это платить какую-то комиссионную? Разберем кейс, когда в транзакции 2 юзер хочет купить 100 тысяч эфиров купить сколько-то эфиров на $100 тысяч. То есть он говорит, идет к обменнику, говорит: здравствуйте, у меня есть 100 тысяч, дайте мне сколько-то эфиров. Я считаю, что текущая цена одного эфира — это $3000. Я указываю slippage 1%. Slippage — это у нас, грубо говоря, если объяснить, это... То есть если текущая цена $3000, то я готов, если я куплю по цене $3300, $3030. То есть это такое
колебание цены. Это колебание цены, которое в принципе, меня устраивает. То есть, если я куплю чуть-чуть подороже, окей, проходи, все успешно. И получается, вот эта транзакция 2, он соглашается, то, что в худшем исходе он получит 33 эфириума. В худшем исходе, то есть это его устраивает. Затем это выглядит как таймлайн. Вот первая транзакция, вторая и третья. Первая — это верхняя часть сэндвича, вот это нижняя часть сэндвича. И получается, наша задача, так как тут юзер хочет купить что-то, мы хотим как купить перед ним и продать после него. То есть это как, например, из традиционного рынка, если вы звоните брокеру, говорите: алло, брокер, купи мне на $100 000, можешь купить мне эфириума? Брокер говорит: окей, перед вами покупает там на свои $30 000, потом покупает на ваши $100 000, а потом продает на свои $30 000 и как бы зарабатывает на том, что вы купили. И вот тут примерно происходит то же самое. Тут бот обогнал вот эту транзакцию, заплатив как бы 3 раза больше комиссии. Купил эфириум, поднял цену до, например, 3025. Затем выкупили, получив меньше эфириума. И затем он продал на вас, об вас за 3075. То есть бот в чистой заработал $75 с каждого эфириума на просто разнице в цене. И как результат у нас получается юзер. Просто так, он пришел в банк, я решил обменять деньги. Он на пустом месте потерял 1% своих денег, а кто-то заработает этот 1% за счет того, что я просто его обогнал. Обогнал и пришел сзади. Ну, то есть это как бы неприятно, знаете. Вы идете в банк, а у вас просто 1% где-то. И вот real-life example. Вот это, как мы видим, позиция в блоке 0, 2, 3. То есть наш тут фронт-ран происходит, покупка перед. То есть он потратил тут не миллион, тут он миллион отправил, но он купил на меньшую сумму. Он купил 65 миллионов моли. Потом идет сам victim, то есть жертва, которую мы хотим за фронт-ране, засэндвичить. Он покупает на какую-то сумму, покупает этих молей. А затем после него мы уже, получается, наша жертва позиция 2, и сразу после него на позиции 3 мы продаем эти купленные моли заранее. И как бы зарабатываем на разнице. И судя по вот тут, подписано, что бот вот тут купил и тут продал, и на разнице курса заработал $35 000, из которых $3.4 это комиссии в виде взятки или что-нибудь, или комиссионной сети. То есть чистый профит 35 000. И теперь вопрос, почему люди хейтят меф? Ну, то есть, как я сказал раньше, ваш 1% просто куда-то исчезает. То есть понятно, если вы обмениваете $100 000, да, типа вам страшно, типа куда мой 1% исчез. Но прикол в том, что даже 5-долларовые транзакции сэндвичатся. То есть если вы покупаете на $5, у вас тоже там 1% куда-то исчезает. То есть как бы меф касается всех, даже вашу любую транзакцию они могут засэндвичить. Давайте посмотрим, насколько большой рынок все же насколько большой рынок сэндвич-атак. Если мы посмотрим по графику, это получается месячный объем на децентрализованных обменников в каждый месяц. Как мы видим по состоянию рынка, сейчас примерно через обменники в общем объеме это $130 миллиардов проходит через обменники. И то есть каждая вот эта транзакция из этих 130 миллиардов может быть засэндвичена. То есть куда-то эти деньги уходят. То есть вы обмениваете, а она исчезает просто. Покажем в циферках. Когда я делал презентацию, это получается их профит за последние 30 дней, когда я делал презентацию. И это волюм общих денег, которые они прокрутили. Нас особо это не волнует, нас особенно волнует вот это. Вот этот график, потому что он показывает, что за последние 30 дней арбитражники, арбитраж-боты, то есть вот эти Atomic арбитраж, который я тут показывал. Где они? Вот эти люди. Вот эти люди заработали $1.8 миллионов. Просто из пустого места, как бы, грубо говоря. А сэндвич-боты заработали $760 000. $760 они как бы просто скоммунизили из чего-то кармана. Кто-то обменивал, они такие: опа, 1% исчез. И 760 000 так на месяц наковыряли у кого-нибудь. Вот. А ликвидации там всего 100 000, потому что не было больших ликвидаций. Обычно там есть нереально большие ликвидации, когда там просто 30 миллионов позиций доллара ликвидируется, там миллион идет ликвидатору. Поэтому всего 100 000. Но как бы тоже неплохо. Если вы хотите обменять больше, чем $5, то есть людям не нравится то, что
у них куда-то исчезает процентик. И они как бы одно из решений, они сделали, короче, Layer 2. Layer 2 — это как бы сеть, которая настроена над эфириумом. И каждое определенное количество блоков они отправляют свои изменения в основную сеть эфириумов. Но в этом не суть. Суть в том, что они скопировали сеть эфириума и изменили какие-то правила игры. То есть, например, есть такие проекты, как Arbitrum, Optimism или ZK-Sync. Они изменили настройки ноды так, чтобы этот мемпул, куда смотрят все боты и видят неподтвержденные транзакции, он является приватным. То есть нельзя подглядеть на транзакцию, которая еще не была подтверждена. Как бы вроде хорошо, но плохо в том, что она все централизованная. То есть если кому-то вы не нравитесь, он просто заблокирует ваш доступ к сети, и ваши деньги просто там останутся. Это не очень хорошо, но нас именно привлекает то, что мемпул приватный. То есть обогнать кого-то уже получится невозможно. Давайте сравним Mainnet, то есть Ethereum и Layer 2 Solutions. В Layer 2 блоки производятся быстрее. За счет того, что блоки производятся быстрее, цена за транзакцию дешевле, чем в эфириуме. То есть если в эфириуме вы платите 3 с чем-то баксов, тут вы можете платить даже меньше цента. Как я сказал, то, что у нас нет доступа к мемпулу, то есть никто не может посмотреть на чужую транзакцию, пока она не была подтверждена блоком уже. То есть фронт-ран невозможен, потому что вы не можете увидеть даже транзакцию, которая еще была не подтверждена. То есть после того, как она добавилась в блок, ее уже нет смысла обгонять. То есть вы не сможете этого сделать. Бэкран у нас возможен только в следующем блоке. То есть если вы видите, что транзакция была подтверждена, то вы можете только в следующем блоке как-то на это среагировать. Вы не можете встать сразу за ней. А что же тогда делать людям, которые пишут мем-ботов, если им нельзя посмотреть мемпул, то есть нельзя обогнать или нельзя сразу за кем-то встать? Это график, он показывает, сколько проходит блоков после того, как прошла транзакция, которую можно забэкранить. Как мы видим, вот эта голубая линия, фиолетовая. Фиолетовая линия — это эфириум. Она показывает, что после того, как транзакция прошла, появилась, за ней сразу остается бэкран. То есть 50% транзакций проходят бэкраны сразу в этом же блоке. То есть она встает. Вы помните график, который я показывал, там блоки стоят? И вот можно встать сразу в этом же блоке сразу за транзакцией можно встать. Это в эфириуме. Но в Layer 2, так как невозможно посмотреть неподтвержденные транзакции, нельзя встать за ней, потому что ее там быть просто может не быть. Поэтому они встают в следующем блоке. То есть проходит один блок, и только в следующем блоке появляется транзакция бэкрана. То есть арбитраж создается, и только в следующем блоке его закрывают. На него реагируют. И то есть как бы боты видят то, что например, в прошлом блоке было 100 разных транзакций, и 100 разных арбитражей было создано. И то есть на эти арбитражи надо отработать. Но вы же не один, который смотрит эти блоки. Например, человек, который смотрит эти блоки, например, человек 50. И каждый человек отправляет по 100 транзакций. И получается, где-то 5000 транзакций просто отправляются в сеть в следующий блок. И за счет того, что транзакции дешевые, в принципе, это небольших расходов несет. Просто как бы спамить. То есть если вы успели, если вы оказались первым в следующем блоке, то вы заработали. Если вы не успели, то вы потеряли там меньше цента на комиссионных. Все. И это и проблема Layer 2 в том, что комиссии дешевые, и людям просто даже выгоднее просто спамить. Это их единственный способ спамить. Но из-за того, что происходит спаминг, очень появляется проблема в том, что вот сейчас в районе 10% всех транзакций, которые отправлены в сеть, они фейлятся, то есть реверт. Это плохо тем, что вот эти реверченные транзакции, они, во-первых, нагружают сеть, потому что они все же есть. И то, что они занимают место, то есть забивают просто память блокчейна. То есть вместо красивых транзакций там просто идет куча мусора, который из половины просто ревертится, потому что невыгодно. Это что приходится делать людям, мефботам. Еще есть такая штука, как кросс-чейн арбитраж. То есть есть два разных Layer 2, и есть одни и те же активы, которые торгуются и там, и там. Например, тут продается эфириум, и тут продается эфириум. И цены на этих двух платформах должны быть, по идее, одинаковые. Да? Но что, если кто-то купил тут эфириума на большую сумму, а тут никто не покупал? И получается, появляется разница цены. И получается, эти меф-боты, они покупают в одной сети и перегоняют деньги в другую сеть и продают там, чтобы также заработать на этой разнице.
Это уже называется кросс-чейн арбитраж. То есть, как вы видите по стрелочкам, они между сетями просто перемещают активы. А теперь вопрос, нужен ли нам вообще этот MEV? Почему бы не сделать как Layer 2? Почему бы не сделать как Layer 2 и просто не убрать его? Ну типа, зачем он нам? Он просто ворует чьи-то деньги. Почему бы вот это просто gas price убрать и поставить на FKFS? То есть first come, first serve. То есть чья первая транзакция пришла, тот и идет первый в блок. Почему бы это не сделать? А прикол в том, что Ethereum этого не может сделать. Потому что MEV создает дополнительный заработок для майнеров. Потому что майнеры за каждую взятку, то есть каждая взятка идет майнеру. То есть это как бы их дополнительный заработок. А сейчас, чтобы в Ethereum стать этим майнером, ты должен предоставить компьютер, достаточно шустренький, и положить 32 эфириума как обеспечение к своему этому. И на эти 32 эфириума, что сейчас 84 тысяч долларов, вы будете получать годовые там, несколько процентов. То есть в общем сейчас эфиров 120 миллионов. И если посмотреть сейчас, застейкано 30 миллионов эфиров находится у майнеров, то сейчас, судя по этому графику, вы будете зарабатывать 3% годовых. 3% годовых на свои 32 эфира. Но MEV-боты своими взятками в среднем дают еще дополнительный 1% заработка каждому майнеру. То есть как бы 3% и 4%, большая разница. И вот именно вот эту разницу просто делают взятки. То есть если их убрать, то люди будут получать на 1% меньше как бы, годовых. И вот эта разница, она позволяет эфириуму. То есть у эфириума сейчас проблема в том, что все больше и больше людей берут свои эфириумы и кладут их, становятся как бы майнерами. И за счет этого вот этот график, он сползает все направо и направо и направо и направо. То есть меньше эфириумов остается в рынке. Потому что большая часть эфириумов, то есть сейчас уже четверть эфириумов, она не в рынке. Она где-то заблокирована. И то есть если эта тенденция будет продолжаться, то есть 50% эфириумов просто где-то заблокировано. Им эта перспектива особо не нравится, и поэтому они хотят поменять эту кривую с вот такой прямой. Они хотят ее поменять на вот такую прямую. То есть если сейчас 30 миллионов эфириумов заблокировано, то люди будут получать, от эфириума будут получать 0% годовых. Но за счет MEV-ботов они создают вот эту разницу в 1%. То есть люди будут получать 1% годовых. Потому что и вот это им помогает сместить, сделать из вот такой длинной кривой вот такую кривую. Чтобы чем больше людей стейкает, тем меньше люди получают. И в какой-то момент стейкеры будут вообще терять деньги на то, что они стейкают. И поэтому им перестанет быть выгодно стейкать, и тем самым они остановят вот эту бесконечную тенденцию, которую они сами построили. И то есть им MEV-боты, профит с MEV-ботов очень важен. И final words. Эфириум — это свободный лес. И в лесу есть много разных животных и разных организмов, которые как бы помогают этому лесу расти, как мы видим тут. Потому что без MEV-ботов эфириуму никогда не удалось поменять вот эту кривую, на которую они сейчас планируют сделать. И мы не можем просто взять и сказать, что вот эта часть леса, вот эти животные, они нам как бы и не нужны, они тут мешают нам. Потому что если мы их уберем, то либо лес может пойти под откос, либо просто вместо них что-то появится новое. Поэтому я считаю, что MEV очень важен эфириуму как организму. И это reference list. И если у вас есть какие-то вопросы, или я могу вам скинуть вот эти графики почитать, очень интересно. Особенно вот эти кривые очень интересно почитать. Вы можете мне написать, я вам пингну, что хотите, можете спрашивать. И всем спасибо. Есть какие у кого вопросы? Да. А можно ли реализовать защиту от мемов? Да. Много разных путей, кто как хочет сделать. И вот как одно из решений просто не разрешить им смотреть в неподтвержденные транзакции. А если это все-таки публичный мемпул? Публичный мемпул они могут сделать просто кто пришел первым? Своего мемпула да, чтобы Да. транзакции точно так же запустить мемпула, сравнить по транзакции. Да, есть такие решения. Есть сети, которые хотят, они идут к протоколам, которые хотят построить у них на сети и говорят, давайте, у нас будет мемпул приватный, но все сэндвичи и все атаки будем делать мы, а мы вам часть этого профита будем давать. Как бы, кто какие решения придумал по поводу этого. Но как одно из решений сделать мемпул публичным, но сделать first come, first serve, то есть
кто пришел первым, кто отправил транзакцию первым, тот и первый попадает в блок, без каких-либо взяток. Еще какие вопросы? Да. А вот мем вообще насколько его легальный статус определен? Это все-таки атака, это кража денег считается, или может какая-то из стран уже дала статус этому, потому что однозначно есть жертва, у которой деньги пропадают, и однозначно есть человек, который на этом зарабатывает. И это вроде как не фича, это баг. Ну, также можно говорить и price manipulation. Ну, тут зависит, в какой стране это рассматривается. В большинстве случаев ты даешь согласие на то, что тебе заберут эти проценты, через скипаешь. Ты сам дал, скипаешь, значит, ты как бы отдал сразу. Но бывает, что неверы избирают хак, и тогда им приходится. Если они запротранили хак, то это уже уголовно. Ну, это либо возвращаешь, либо, да, либо в уголовку тоже. Фронтайна большой хак, $8 миллионов, его сразу собрались ребята, задианонили, достали его адрес, например, через биржу, и ему скинули. Ну, я уверен, в любом случае. Скорее всего, да. Зачем мы Да, спасибо. У кого-либо еще вопросы были? Я хотел лишь сказать, что можно повторять вопросы, потому что все равно запись. Ну, в следующий раз. У кого какие-либо еще вопросы? Все, спасибо. Спасибо вам.